нас был семейный друг, это Аслан Мубарак, народный. И он как-то, когда я уже повзрослел, уже и в школе толком не хотел учиться, там, он говорит, давайте я на телевидение отведу. Осветителем он хотел, там что-то не было штата такого. Ну, тут может он, говорит, постановщиком поработать, там уже перед ним бегают, там уже все-таки солидный человек. Ну, только буквально 2-3 месяца мы его заберем, как штат появится. Так. Ну, так и получилось. Я говорю, ладно, поработаю постановщиком, ничего. Марсен Багаутдинович Мухамадеев, теле- и кинооператор, член Союза кинематографистов России. Все мы родом из детства. Желание стать осветителем не случайно. Еще в детстве Марсен любил наблюдать за работой отца, известного фотокорреспондента Багаутдина Мухамадеева. Уже тогда понимал, что при помощи света в кадре можно творить чудеса. И захотел сам создавать красоту, радовать людей. 3 месяца я поработал. У нас был там начальник киногруппы, полковник Гани Галимович такой. Он послал за мной, мне тут же оформили. И вот там и так и началось. Там осветители работают с кинооператором. И там сразу появились такие друзья, такие шикарные. В то время Гильман Амиров работал, там Фарид Гайнанов, Жилявов, там Агапов. Ну, там такой коллектив был очень сплощенный. Там сам поневоле привязался к этой работе. Наряду со своими обязанностями Марсен параллельно учился азам операторского искусства. Коллеги быстро заприметили энтузиазм парня. Его учителями стали корифеи Рафаэль Беккинин, Владимир Жилябов, Ильдус Галиуллин и Константин Кравец. В это же время он серьезно увлекся фотографией. А фотографией я там на телевидении занимался. Тогда кинопленки не хватало. На новости, там, на передаче мы на фото делали фотографии. Там уже как отдельный заработок уже, по-моему, это к зарплате. А там не хватало. Хотя у нас 2 фотографа было, все равно не хватало. Кинопленки маленький, лимит мало. Хотя редактор приходит там с новостей, там, ну да, может, снимем сюжет, ну, горит туда-сюда. Ну, фотоаппарат всегда по себе был. Так делали передачи, и большие передачи делал для телевидения. Начало пути. Раз в 5 лет операторов кино и телевидения отправляли в Москву на учебу. На высших курсах повышения квалификации Марсену посчастливилось 3 месяца работать со знаменитыми режиссерами, операторами, познакомиться с новинками телевизионной техники, общаться с известными людьми. Все это оказало огромное влияние на его дальнейшую судьбу. Он еще сильнее заболел искусством кино и телесъемки. Когда меня прикрепили к Борю Лазареву, а он, казалось, снимал фильм с Андреем «Острова в океане» по Хемингуэю. Но я у него как 3-й оператор, там их 2, там не как 3-м оператором. Там были все такие занятые актеры. Гурченко, Гафт, Михаил Ульянов, Любшин, там такой, Дуров, Олег Даль, там все. Там все время стоишь за камерой. Это телевизионный вариант, не киношный. Там 3 камерами снимаешь, там 2 там. Хотя они снимали одной камерой, чтобы там по экспозиции, чтобы по свету, там разные картинки. Хоть как его не балансировать, там они это привязывались так крепко к этому. В Останкино работал, нас же там прикрепляют к одному оператору. Там. И все, и у него там 3 месяца, у него там стажируешься, ходишь, он потом тебе дают оценку. Ну там кроме него, там еще оптику изучают, операторское мастерство, там уже профессора учили. Верный путь. По возвращении домой в Уфе его ждала не менее увлекательная работа. Марсена Багаутдиновича можно было застать в студии, в поле среди тружеников села, на заводе или на фабрике. Под землей в шахте, высоко в горах, всюду верной спутницей Марсена Мухамадеева была камера. Так рождались тысячи историй. Да мы же каждый день работали. Как они вот... Там ты поехал на новости, может, так снял один сюжет, там друга поехал. Мы же каждый день работали. Там как раз их запомнишь, что ли. Если там отметили тебя там на летучке, да, значит, я еще что-то умею, чему-то научился. А если иногда так вот, я сам даже знаю, конечно, мне обижаться-то ни на кого неохота. Ты там старался, сделал, снимал, а на летучке похвалят журналисты и режиссеры, а ты вообще как будто ничего там, а твоя картинка. И так тоже бывает. Так, ну ладно, в следующий раз заметят. Если вот
тебя там не замечают, ты как-то вроде как чахнешь, там тебе как-то ходишь, так, ладно, пришел, отработал. Снял, там, ладно. А если тебя чуть-чуть вдохновили, ты уже начал стараться, и все. Их не требуют. Нет, давай я схожу, оттуда сниму. Да ладно, скажешь, мне хватит. Не, погоди, я еще оттуда зайду, еще 2 плана сниму. И так было. Известный кинорежиссер Жан-Люк Годар писал, что фотография — это правда, а кино — это правда 24 кадра в секунду. Работа Марсена Мухаматеева — это его взгляд на жизнь, его правда. Ведь именно оператор воплощает на экране атмосферу, раскрывает суть фильма, передает актерское мастерство зрителю. Каждый ракурс выстрадан и продуман, выверен до миллиметра. Өзіңді біл. Маша апайдан құлақ қаққасын есік сыйылданын. Эй, Кустам. Ты мне скажи, чего снимать, остальное это моя работа, моя забота. Конечно, может, там на фильмах там беспокойство. И главное, мне дайте объект, что снять, дайте задачу, а я там сниму. Мои проблемы, я профессионал считался, нас строфицировала Москва. Амир Абдельмеш, он по-своему был прекрасным человеком. Так. С ним вообще было легко работать. Он спокойный был, не повышал голос никогда, ничего. Это вообще удивительный человек был. Я много с ним работал. Я название не помню этих фильмов. В архиве Марсена Багаутиновича очень много ценных видеокадров и фотографий, ставших уже историей кино и телевидения. Известная ведущая Расима Каримова доверяла свои снимки только Мухаматееву, называя его личным фотографом. Он верен своей фотокамере и сегодня, и сейчас на встречах старается запечатлеть своих коллег. В Кумертау снимали ко дню шахтеров. Желябов оператор, я у него ассистент. Ильгар Найманов был у нас редактор, журналист. Закончили работу, поезд уходит вечером, у всех деньги только на поезд. Желябов говорит Найманову, у него только деньги остались. У меня-то были, потому что я осветитель, я ассистент, мне надо тащить камеру. А ты что, говорит, Эдгар, ты слышал постановление? Какое постановление? С 1 сентября работникам радио, культуры, всем журналистам бесплатный проезд на местной линии. Он говорит, я не слышал. Как не слышал? Ты что? Он, серьезно. Так свои деньги, сбегали, конечно. Едем на электричке. Поезд, поезд он же такой, Кумертау, Уфа ходил. У меня-то билет есть. Будет, он спит, ночью поезд идет. Говорит, ваш билет, он так, ты что, он даст удостоверение, ты что, постановление читаешь? Я, говорит, журналист. Ты, слушай, ты или безбилетник, ты или с билетом, ты что, я вам говорю, а вы почитайте, с 1 сентября указ. То, слушай, кончай, сейчас тебя высажу. А я-то все это слышу, я заступиться из-за него ничего не могу. А Желябов он сошел в Салавате, я, говорит, немножко здесь погуляю, потом, говорит, приеду. И вот так потом приехали, он потом бегал, дела уладил. Счастливый билет. Трудная, а вместе с тем интересная работа операторов всегда была низкооплачиваемой. Пожалуй, по этой причине Марсен Агай долго не женился. Возможно, ждал знака судьбы – встречи с родным человеком. И это случилось. В 42 года Марсен Багаутинович распрощался с холостяцкой жизнью. Избранницей его стала коллега, известная и талантливая тележурналистка и поэтесса Халиса Мазгутовна Мухаматеева. В командировку отправили. Вместе так работаем вместе, видео сняли. Она, кстати, замечала работу оператора, не пропускала, не скудной была на благодарность. Так-то вроде про себя, а другие скажут, вот там сладкая парочка там или еще что-то там. Вот вместе там пристроились там. Один снимает, другая пишет, теща. Там ее спрашивают, у тебя, говорит, Халиса, замуж вышла, кто у тебя зять Кияу, команды? Да, ты шарыще. Как, ничего ты шарыще там. Не, меня поднялось. Ты шара, ребят, ты шара. Я шундыл, билет купил.
Тышырамын. А я ведь кино тышырал. Документальный фильм «Черный генерал» – результат совместного труда супругов Мухамадиева. Они счастливы в браке. Вырастили 2 дочерей – Гульнару и Айгуль. Сегодняшний день дружной семьи озаряют улыбки и смех 4 внуков. Настроение праздник. Золото собирается крупицами, мелодии Урала, праздник на селе, желтоухи, забытые окраины и многие другие художественные и документальные фильмы оператора-постановщика Марсена Мухамадиева – это бесценный фонд нашей культуры, сокровищница башкирского кино. Но наш герой не любит просматривать свои фильмы. Ох, я их не люблю смотреть, потому что там начинается, почему это можно было лучше, почему это, и поэтому я расстраиваюсь сразу. Потом думаю, ну как вот, что я так, мог быть лучше, вообще вроде бы. Никто меня не дергал, там можно было нормально снять. И на заслуженном отдыхе Марсен Багаутдинович остается верным и любимой профессии. Книги по операторскому искусству на полках у него не для красоты, а для чтения. А в голове постоянный поиск новых ракурсов и красивой картинки. Оператор, как он сидит вот в автобусе, допустим, в окно смотрит, он вот я бы так его скомпоновал, так. Вот сидишь в автобусе, смотришь, вот этого человека я так снял. Так про себя так думаешь. Ну, это как... Ну, и художник так любой, так он видит, воспринимает. Ну, художник, он в таких цветах, туда-сюда. А кинооператор, он по кадру компонует.